Моему любимому и дорогому другу рэб Шолом Алейхему. Дай Бог здоровья и достатка вам с женой и детьми. Да сопутствует вам радость и утеха всюду и везде, куда бы вы ни обратили стопы свои. Вовеки. Аминь. Аз недостойный, должен сказать я, выражаясь словами про отца нашего Иакова. Но, может быть, это не так уж к месту. Не взыщите, пожалуйста. Человек я простой. Вы, конечно, знаете больше моего, что и говорить. Живешь, прости Господи, в деревне, грубеешь. Некогда ни в книгу заглянуть, ни главу из священного писания повторить. Но не знаю, чем я заслужил, что вы возитесь с таким маленьким человеком, как я. Пишете письма, да еще собираетесь выставить мое имя в книге. Пошли вам Бог удачи в делах и всего наилучшего. А что касается вашего труда и почета, который вы мне оказываете своей книгой, то я еще раз повторяю, аз недостойный. Немного ли чести для меня, чтобы весь мир узнал, что по ту сторону Бойберека, недалеко от Анатовки, живет человек по имени Тевья Молошник. Коли счастье приходит, оно само в дом приходит. Нет, право, стоит вам выслушать эту историю от начала до конца. Был я тогда совсем не то, что сейчас. То есть я был тот же Тевья, а все же не тот. Как говорится, та же бабка да повойник другой. Почему, спросите вы? Отвечу. Был я, не про вас будь сказано, гол, как сокол, нищий. Хотя, если на чистоту говорить, я и сейчас еще не богач. Мы можем с вами вместе пожелать себе заработать столько, сколько мне не хватает до состояния Бродского. Ну, умирал я тогда вместе с женой и с детьми с голоду трижды в день, не считая ужина. Трудился, вот как вол. Возил бревна из леса на вокзал. Бывало, полный воз везу, и что там стесняться. За 2 пятиалтынных в день, и то не всегда. И вот изволь на такие заработки прокормить целый дом едоков, не сглазить бы, да еще содержать конягу. Но главное упование. Надо жить надеждой. А к чему я это говорю? А вот к чему. Не оставил и меня Господь Бог своей милостью. Вы послушайте, какие чудеса бывают на этом свете. Однажды летом еду я в предвечернюю пору лесом. Послушайте, дяденька. Что? Дяденька, послушайте. Что изволите? Если купить что, так у меня ничего нет. Ну, разве что колики в животе, да сердечные боли на неделю вперед. Есть еще напасти и хлопоты в сухомятку, есть горести и беды в оптом рознь. Что Тише, погодите, скажи, пожалуйста, как его прорвало. Извозчика чуть словом за день, жизни рад не будешь. Ничего нам покупать не надо. Где здесь дорога на Бойберег? На Бойберег? Ну, это все равно, что меня спросили бы, знаю ли я, к примеру, что зовут меня Тель. Нам совсем непонятно, что тут смешного. Мы не здешние, мы из Егупца. И живем в Бойбереке на даче. Вышли на минутку погулять и заблудились. Блуждаем в этом лесу чуть ли не с самого утра. Вы лучше укажите нам дорогу на Бойберег. На Бойберег? Так вот и есть настоящая дорога на Бойберег. Ну так чего же вы тогда молчите? О чем мне кричать? Ну, в таком случае, вы, наверное, знаете, далеко ли до Бойберека? До Бойберека недалеко. То есть верст 5, 6, 7. Ну, а может и все 8. 8 верст.
Ну, помилуйте, ну что вы говорите? Понимаете ли вы, что вы говорите? Так а что я могу сделать, милой барышня? Если бы это было в моих силах, я бы, конечно, подсократил это расстояние. Это так же верно, что меня зовут Тевья. Болтаете вы что-то непутевое. Знаете что, рэп Тевья, чем здесь стоять, не лучше ли нам залезть к вам в телегу? А вы уж потрудитесь отвезти нас домой, в Бойберег. Ну вот, здравствуйте. Я еду из Бойберека, им надо в Бойберег. Как же это выйдет? Ну и что же? Если вы нас благополучно довезете, то дай нам Бог столько прохворать, сколько вы на этом деле потеряете. Да? Да. Ну, а куда вас, милые барышни, прикажете скинуть? Скинуть? Что значит скинуть? Что это за скидывание такое? Но это на нашем извозчичьем языке, так говорится. Куда вас доставить, если, дай Бог, доедем мы до Бойберека, и благодарение Господу Богу будем живы и здоровы. Как говорится, лучше 2 раза спросить, чем раз ошибиться. Да? Будьте добры, довезите нас, пожалуйста, до зеленой дачи. Знаете, где это? Знаю, где зеленая дача. Я в Бойбереке, как у себя дома. Прошу телегу. Приготовленные. Вы знаете, нет, и если бы... Обязательно. Должен сказать, что если бы не нашелся... Да, но, к счастью, нашелся. Кажется, того, что здесь со стола на пол падает, хватило бы моим детям на неделю. Господи Боже милосердный! Ты же великий, ты же всемилостивый, ты справедливый. Что же это за порядок, когда ты одному даешь все, другому ничего? Одному даешь сдобные булки, а другому казни египетские. Говорится же, рабами мы были. Ничего не попишешь. Позвольте, а где же этот человек? Неужели уже уехал? Да, упаси Боже. Ну как же можно уехать, не попрощавшись? Добрый день, здравствуйте. Ну что же вы стоите? Выходите сюда. Спасибо. Благослови Господь сидящих за столом. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут? Может, рюмочку выпьете? Зовут меня Тевья. А рюмочку... Ну, а чего ж не выпить рюмочку? С удовольствием. Как это в Писании говорится? Кому за здравие, а кому за упокой. А толковать это следует так. Вино вином, а Бог своим чередом. Лахаем. А где рэп Тевья? Место вашего жительства? Вы женаты. Дети у вас есть? Дети. Дети. Грех жаловаться. Если каждое дитё, как говорит мне моя Голда, стоит 1 миллион, то я богаче любого богача и губца. Беда только, что деньги у Бродского, у меня только дочери. А дочери, это, знаете ли, большая утеха, с ними не до смеха. Но ничего, ничего, мы живем, так сказать, все под Богом. Это значит, он сидит там себе наверху, а мы здесь внизу мучаемся. Ладно. Садитесь за стол, закусите. Благодарю вас. Ну, выпить рюмку куда ни шло. А сесть за стол и пировать, когда дома жена, дети, дай Бог здоровья. Нет, да. Благодарю. Дай Бог. Подойдите сюда. Я? Да. Вот это вот отвезете жене и детям. Все? Да. А теперь позвольте вас спросить, сколько прикажете заплатить вам за ваши труды? Что значит я прикажу? На то ваша добрая воля. Ну, а пусть поладим. Червонцам больше, червонцам меньше. Не ищи. Беднее не станет. Нет, ну мы хотим от вас услышать рэп Тевья. Не бойтесь, вам за это, упаси Господи, головы не снимут.
Как быть? Скверно. Сказать один целково обидно, а вдруг можно два попросить? А сказать два за сумасшедшего сочтут. За что же тут 2 рубля? Трешницу. Не в защите, может быть, я что не так сказал, но кони о 4 ногах и тот потыкается. А что ж человек с одним языком? Довольно смеяться. Рептевия, это вам от меня. А вы, дочери, дайте из своих, кто сколько найдет нужным. Ну, что же вы стоите? Ступайте к своей жене, детям. Да воздаст вам Бог старицей. Пусть у вас будет в 10, в 100 раз больше этого. У меня для вас есть особый подарок. Приезжайте завтра. У меня есть бурая корова. Раньше это была корова хоть куда. Но ее сглазили, и она перестала доиться. Нет, она, конечно, доится, но она не дает молока. Дай вам Бог долголетия. И не беспокойтесь, у меня ваша корова будет и доиться, и молоко давать. Дай Бог вам здоровья, вам и вашим детям, и детям детей ваших, и всему вашему роду. Неужели ты думаешь, что я эти деньги украл или где-нибудь награбил? Фи, постыдись. Ну, голода сердца, ты лучше взбодри-ка самоварчик и зови всех дочерей. Цейтл, готл, хава, шприца, белка. Голода сердца, что ты плачешь, глупая женщина? Ну, я спас 2 человек от большой беды, от большой опасности. Если бы не я, дети мои, они были бы далеко-далеко. Что ты плачешь, глупая женщина? Что плакать, когда плачется, когда сердце переполнено, когда глаза через край. Ты лучше скажи, голода сердца, что нам делать с этими деньгами, что нам делать с этим богатством? Есть у нас поговорка: и резвому коню кнут нужен, и умному человеку совет требуется. О ком это я говорю? О себе, конечно. Послал мне Господь родственничка. Родственник нашему забору двоюродной плетени. Менахем Мендел называется. Ветрогон, фантазер, путаник, шут его знает. И вот взялся он за меня и заморочил мне голову этими фантазиями, химерами, мыльными пузырями. Черт его знает. Вы спросите, как же это случилось? Что я, Тевью, попал к Менахем Менделу? Ну, я на это могу сказать только одно. Так суждено. Послушайте, как это было. Приезжаю я в Егупец, встречаю этого Менахем Мендела.
Ну, то сё, разговорились, как водится, каждый о своем. Я о том, о сём, там, о пятом, десятом, а он мне об Одессе, об Игупце, какими делами он занимается, а я об этих делах сроду не слыхал. Какие-то акции, шмакции, Потевилов, Шмальцев, Мальцев, бог его ведает. А счета прямо сумасшедшие. 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч. Деньги прям как щепа. Скажу тебе по правде, Менахем Мендл, все, что ты рассказываешь о своих диковинных делах, это, конечно, ловкости требует, умения. Одно мне только непонятно. Как я знаю отлично твою супружницу, вот удивляет меня, как же она разрешает тебе так носиться и не приезжает к тебе верхом на метле, а? Об этом, рэп Теви, лучше и не напоминайте мне. Достается мне от нее и так. И жар, и холод бросать. Послушали бы вы, что она мне пишет, вы бы сами сказали, что я праведник. Да. Вся эта мелочь, на то она и жена, чтобы в гроб выгонять. Есть вещи похуже. Имеется у меня еще и теща. Вот. Рассказывать мне вам о ней не надо. Вы сами ее знаете. Так как у нас в Егупце сейчас деньги на вес золота, а товар полетел вниз, то вы, рэп Теви, могли бы в настоящее время отхватить порядочный куш. И меня бы поддержали. Прям-таки из мертвых воскресили. Менахем Мендл, ты рассуждаешь как мальчик. Можно подумать, что у меня египетское деньжище. Да, конечно, я понимаю. Но вы думаете, для этого нужны большие деньги? Дайте мне всего 1 сотню. 1 только сотню. И в течение 3-4 дней я сделаю вам из нее 200, 300, 400, 700, 800. 1000. А почему бы и не 1000? А почему бы не 1000? А что, если будет так, как в Писании сказано, барыш под рукой, да карман за рекой? Это хорошо рисковать, когда сотни есть, а когда ее нету? А то ведь так получится. Хворобу вложила, лихоманку получила. Бросьте. 1 сотня у вас еще найдется. Рэп Теви, при ваших-то заработках, при вашем добром имени не сглазить бы. Ну, имя вещь хорошая, но ведь беда в том, что имя у меня, а денежки у Бродского. Ну, если говорить в точности, то едва я сотню наскребу. Но ведь мне нужно 1000 дырок ей заткнуть. Во-первых, дочку замуж выдать. А по этому разговор. Когда еще такой случай подвернется, вложить в дело 1 только сотню, а получить с Божьей помощью столько, чтобы хватило и на выдачу дочерей. Ну и еще кое на что. И начал он мне объяснять, как из 1 рубля делают 3, а из 3 10. Чудеса, да и только. Я, говорит, в Егупце видел людей, которые недавно бегали без сапог, а сейчас имеют свои дома, каменные палаты. Жены, говорит, с желудками ездят за границу лечиться. И разобрало меня не на шутку. Ты что, с ума сошел? Хочешь растранжирить все деньги, остаться с одним кнутовищем? А что ты хочешь? А что мне хотеть? Я ничего не хочу. Я не хочу, чтобы ты делал глупости и не был дураком. Голда не то чтобы против, но и слова за дело не говорит. Баба останется. Недаром царь Соломон весь свет объездил, ни одной женщины с клепкой в голове не нашел. Поверьте мне, рэп Теви, я с вами рассчитаюсь честно. Как самый добропорядочный человек. Рэп Теви, поверьте мне, и вы будете получать деньги. Деньги. Да, вам того же. Вашими устами, да Богу в уши. Однако одно мне непонятно. А как коту Ваське речку переплыть?
Ну, то есть вы там, а я здесь. Может быть, вы хотите получить расписку, Рэп Теви? Расписку. Ну, если ты меня захочешь зарезать, ну разве расписка поможет? В Талмуде сказано, не мышь ворует, а нора. Ну, что поделаешь? Повис на одной ноге, буду висеть на обоих. Все, аминь, аминь. Вам того же, Рэп Теви. А это что тут? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не слыхали или не видели человека по имени Менахем Мендел? Менахем Мендел скушал крендель. Мало ли Менахем Менделов на белом свете? Я понимаю. Вы, наверное, хотите знать его фамилию. Да. Ума не приложу. У него, его в Костриловке, на родине, то есть, называют по имени тещи Менахем Мендел Лейдвоси. Да чего уж там говорить, даже тесть его, человек в летах, и того называют Борух Герш Лейдвоси. И даже Лейдвоси, то есть сама Лейдвоси называется Лейдвоси Борух Герша Лейдвоси. Ну, понимаете? Понимать-то мы понимаем. Но это еще мало. Какая у него профессия? Чем он занимается, ваш Менахем Мендел? Он торгует полуимпериалами. Какой-то бесмес Подтивилов. Вот, он телеграммы посылает куда-то в Варшаву, в Петербург. Так не тот ли это Менахем Мендел, который торгует прошлогодним снегом? Наверное, тот. В таком случае потрудитесь перейти на ту сторону. Там этих зайцев много бегает, и ваш среди них. Да, спасибо, спасибо. Ловлю вас на слове. Всучил задаток. Почешется. Мне куртаж причитается. Плюньте ему в рожу. Смотрите, пожалуйста, разорили. Банкрот. 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 Ну и ну. Господь Бог Ашмуил Шмелькис, его стряпчий. Егупец город, а Менахем Мендел добытчик. И вот это у них называется ловить счастье за хвост. Полуимпериалы. А? Вот это у них называется заниматься делом. Ой, горе тебе, Тевия, с твоими затеями. Ой, горе. Рэп Теви. Рэп Теви. Несчастливому человеку лучше на свет не родиться, нежели такая жизнь. Рэп Теви. Вешать. Вешать мне надо, Рэп Теви. Четвертова.
Конечно, тебя, Менахем Мендел, за такое дело следовало бы разложить вот здесь, посреди губц, и всыпать не жалеючи, так, чтоб ты свою бабушку Цейтлу видал на том свете. Что ты со мной сделал, а? Что ты со мной сделал? Погубил семью. Зарезал без ножа невинных, ни в чем не повинных людей. Ну, как я теперь приду домой? Ну, как? Как я приду теперь домой к жене, к детям? Ну, как? Ух, разбойник ты этакий. Злый день. Правда, Рептеве. Святая правда, честное слово. Правда, правда, правда. Ада тебе, дурень, мало. Ада. Правда, все правда, Рептеве. Честное слово, все правда. Хотя, если посмотреть на это дело с другой стороны, то совершенно ясно, что он нисколько в этом не виноват. Конечно, он рассчитывал, как говорится, на жизнь, а не на смерть. А если все пошло прахом, ну, значит, судьба. Горе мне, горе. Я даже спрашивать не буду, где мои денежки. В бумажке вложены, в прошлогодний снег. А кто в этом виноват, как не я? Дурных денег захотелось, дурных прибыли, легкого хлеба. Нет, братец ты мой, деньги зарабатываются тяжким трудом, потом и кровью добываются. Вот так, братец, вот так. Удач, слез побольше, чем удач, выпадает на веку простому бедняку. Скажет вам любой, хлеб, дорога и любовь, все замешано на них, на слезах моих. Взгляни судьбе в глаза, в них дрожит слеза. Но кто же виноват, что мир солоноват? Йо-йо-йо-йо, йо-йо-йо-йо-йо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, послушаться такого шалопая, такого вертопраха, вложить деньги в эту дурацкую затею. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, врагам желаю я таких дел. Конец, конец всему моему хозяйству, конец. Ну ты и впрямь дурень, Теви. Ну же, хватит довольно горевать, но этим делу не поможешь, а изведешь себя. Если бы, скажем, разбойники на тебя напали и обобрали, что было бы лучше? Все, было, прошло. Сходи лучше к мяснику Лезерволфа. Он говорит, что ты ему очень нужен. А зачем я ему понадобился? Если он насчет нашей бурой коровы, пускай колом вышибет из головы эту дурь. А что тебе эта корова? Намного тебе дает молока, масла, сыра, молока. Ну, не в этом дело, не в этом дело. Ну, как подумаешь, что эту скотину на убой, ну, жалость берет, ну. Слушай, Теви. А в Писании сказано. Весь мир знает, что ты большой знаток Священного Писания. Я это тоже знаю. Поэтому послушай меня, жену свою, и сходи к мяснику Лезерволфу. Каждый четверг, когда наша Цейтл приходит к нему за мясом, он ей покоя не дает. Передай, говорит, своему отцу, что он мне очень нужен. Пусть придет. А где хозяин? Конечно, его нет дома, так? Так. Он на бойне. Там с утра быка режут. Скоро вернется.
Ну, хорошо, подождем. Владыка Небесный, видел мне столько добра у моих детей, дай им Бог здоровья. Повезет этому мяснику. Мало того, что он богат, так у него еще всего 2 дочери, те уже замужем. И сам остался вдовцом. Величиной с булавочную головку, и все. Все, трясной не годится. Трясной! Что? Ты провалился сквозь землю. Здравствуйте. Здравствуйте, Рэп Лайзервольф. Что-то вас никак не дозовешься. Как вы поживаете? Что поделываете? Да как вам сказать? И вроде дело делаем, а все на месте стоим. В Писании сказано, ни меда твоего, ни жала твоего. То есть ни денег, ни здоровья, ни минуты спокойствия. Грешно говорите, Рэп. По сравнению с тем, что было раньше, вы теперь не сглазить бы богаче. Дай нам, Боже, обоим столько, сколько мне не хватает. Но я не ропщу, я не ропщу. Да. Спасибо и на том. Да. В Талмуде сказано, «Асканурда димасфинда денурния де фарсмихто». Вечно вы со своей ученостью. Хорошо вам, Рэп Теви, что вы знаете толк в этих мелких буковках. Но к чему эта премудрость сейчас, эта ученость? Давайте лучше поговорим о деле. А? Присядьте. Чаю! Теперь, когда мы с глазу на глаз одни, я думаю, мы можем поговорить с вами о нашем деле. А дело, видите ли, в том, что я вашей дочери не раз наказывал, то есть, просил, чтобы вы потрудились ко мне. Мне, видите ли, приглянулось. Знаю, я знаю, кто вам приглянулся. Только ничего не выйдет, зря стараетесь. Не выйдет у вас это дело, Рэп Лайзервольф, не выйдет. Почему это не выйдет? Потому что мы подождем, нам не к спеху. Что, море, что ли, загорелось? А зачем же ждать, когда можно сейчас же? Это во-первых. А во-вторых, у меня просто душа не болит. Ну, жаль живое создание. Скажите, пожалуйста, какие нежности при нашей бедности? Послушал бы нас кто-нибудь со стороны, так мог бы подумать, что она у вас одна единственная. Мне кажется, Рэп Теви, у вас их не сглазить бы достаточно. Ну и пусть все живут, дай им Бог здоровья. А те, кто завидует, пусть не имеет. Завидует? А при чем тут зависть? Так наоборот, именно, потому что все они у вас не сглазить бы, Рэп Теви, удачные, я и хотел бы. Ну, вы меня понимаете, да? И не забывайте, какая вам будет от этого выгода. Да, от ваших благодеяний голова каменеет. У вас снегу не допросишься зимой. Знаем мы это с давних времен, знаем. Ну что, это мы будем вспоминать те времена и сравнивать те времена с нынешними временами. Тогда было одно, а теперь совсем другое. Да. Послушайте, Шат, тихо. Ну, хватит, Рэп Теви. Ну, теперь же мы с вами как-никак хотим породниться. Что значит породниться? Обыкновенно породниться. Послушайте, Рэп Лайзервольф, а о чем, по-вашему, мы с вами толкуем? Нет, Рэп Теви. Сначала, вы скажите мне. Скажите вы мне, о чем у нас идет речь. Так нет, чего спрашивать? Чего спрашивать? Речь идет о бурой корове, которую вы давно хотели у меня купить. Ничего себе, корова! Еще бурая! Ой! О ком речь? Скажите,
Реплейзер Вольф, может быть, я тоже посмеюсь? Скажите, скажите. О дочери вашей, о вашей Цейтл. Ну, и я, как вы знаете, Рептевье, не про вас будет сказано, но остался вдовцом. И вот я подумал, зачем мне искать счастье на стороне? А? Связываться там со сватами, со свахами, с чертом, с дьяволом. Ведь мы с вами рядом, да? Я знаю вас, вы знаете меня. Она мне тоже очень нравится. Вы знаете, каждую неделю по четвергам я вижу ее в лавке. Пробовал как-то заговорить. Ничего. Видать, тихая. Они у меня все удачные. Да. Сам я, как вы знаете, человек зажиточный, не сглазить бы свой дом, пара кладовочек, кое-какой запасец шкур на чердаке имеется, и хозяйство, сами видите, грех жаловаться, кое-какие деньжата есть в сундуке. Так вот я подумал, Рептевье, зачем нам все эти цыганские штучки? Ага. Давайте ударим по рукам. Раз, два, три. Все, готово. Это что же получается? У него дети такие, как Цейтл. Хотя, с другой стороны, это же счастье. Ей будет хорошо. Правда, рука у него не очень щедрая, но ведь по нынешним временам это даже наоборот большое достоинство. Как говорится, ближе всего человек сам к себе. Кто добр к людям, не добр к себе. Чересчур он простоват. Ну, что поделать? Что поделать? Не всем быть грамотеями. Мало ли, в Анатовке, и в Мазеповке, и даже в Егупце богатых и весьма уважаемых людей, для которых печатное слово потемки. Отдай Бог мне столько счастья, сколько почета им оказывают. Как это в Писании говорится, нет денег, нет учения. То есть учение в сундуке, а мудрость в кармане. Что же вы молчите? А что мне кричать, Реплейзер Вольф? Что мне кричать? Садитесь. Это же такое дело, которое надо обмозговать со всех сторон. Это же не шуточное дело. Все-таки первое моя дитя. Так именно. Именно потому, что первое не надо откладывать. Господи. Приданое я не прошу. Все, что потребуется девице исправить к свадьбе, это я беру на себя. И не забывайте, Рептевье, не забывайте, вам кое-что тоже перепадет. Фи, вы разговариваете со мной, извините, как в мясной лавке. Что значит перепадет? Что значит перепадет? Моя Цейтл, упаси Боже, не та, чтобы ее можно было за деньги покупать. Ну, фи, так фи. Наоборот, я хотел как лучше. Ну, раз вы сказали фи, пусть будет фи. Вам любо, мне тоже хорошо. Только главное, Рептевье, ну, вы меня понимаете, поскорее хозяйку. Дом, понимаете? Ну, за мной дело не станет. Что? Но ведь надо же с моей старухой поговорить. Это же не шуточное дело. В таких делах она первый указчик. Как это говорится в Писании? Рахиль оплакивает своих сынов. Значит, мать превыше всего. И надо же ее самое. То есть Цейтл тоже бы поставить в известность. А то что получается?
Гостей на свадьбу отправили, а жениха дома оставили. Вздор, зачем спрашивать? Мне надо прийти в дом и сказать так, мол, и так, и скорее под венец. Нет, раз, два, три, нет, и макаревич. Нет, не скажите, не скажите, Рэп Лейзервольф, не скажите. Девица не вдова, попридержите в себя мясника, попридержите. А вы не беспокойтесь, Рептевия. То, что она у меня по будням будет кушать, она у вас на празднике не едала. Чепуха, ну Да. что такое еда, Такое еда. И богачи не червонцы глотают, и бедняки ни там не грызут. Простоватый вы человек, сумеете ли вы ее оценить? Вот в чем все дело. Как она печет, Рэп Лейзервольф, как она печет, а как она рыбу готовит, это чтобы попробовать ее рыбу, это удостоиться надо. Вы меня извините, Рептевия. Вы немножко повыдохлись, знаете ли. Да, вы людей не знаете. Вы же меня не знаете. Подождите. Я же... Ну, подождите. Что? Положите на одну чашу весов золото, на другую цель. Вы меня извините, Рэп Лейзервольф, но будь у вас даже 200 тысяч, вы подметки ее не стоите. Вот так, Вы поверьте мне, Рептевия, вы большой дури. Что вы меня еще со своими шкурами Вы пожалеете. Шкуры это деньги, а ваша цикл пойдет на нищие. Хоть она и останется. А я думала, ты остался жить в Анатовке. Будто у тебя нет ни жены, ни детей. Да, тебе можно пить, гулять, а мы сами по себе. Тише, Голда, тише, не сердись. Не кричи, душа моя. Нас поздравить можно. Да, поздравить. Да. С чем? С чем? Что ты проморгал бурую корову, да? Нет. Продал ее Лейзерволфу. Нет, Хуже того. Да, хуже, да? Обманул Лейзерволф. Обменял на другую, да? Нет ему пожалеть. Еще хуже, еще хуже. Говори по-человечески, ну Нас что? поздравить. Нас поздравить надо. Нас поздравить. Наша цитл просватана. Ну, коли так, то ты, наверное, много выпил, да? Зачем? Мы по рюмочке пропустили с Лейзервольфом и по стаканчику пунша выпили, но я еще в своем уме. Да будет тебе известно, Голда, сердце, что наша цитл в добрый час просватана за него. За Лейзервольфа, то есть. Знаешь ты, чуяло мое сердце, вот да поможет мне так Господь Бог, чуяло оно. Чуяло, что неспроста тебя звал Лейзервольф. Господи, но я боялась и думать об этом, боялась, что лопнет это все, как мыльный пузырь. Господи, благодарю тебя, Господи. Спасибо тебе, Отец милосердный. Пусть это и вправду будет в добрый час. Господи, пусть она состарится с ним в богатстве и чести. Потому что говорят, что покойная жена Лейзервольфа, Фру Мусора, Царство Небесное, не особенно счастливо жила с ним. Ведь она была, не к ночи будь помянута, женщина въедливая, ни с кем не могла ладить. Не то, что наша цитл, благодарю Господи. Голда, ну не надо так говорить о Фру Мусоре, не надо. Ну, Тевия, что я тебе говорила, умный мой? И ежели человеку суждено, оно само в дом приходит. Ну, что и говорить. Как это в стихе сказано? При чем тут стих? Что толку в твоих стихах? Мы сейчас должны о свадьбе думать. Прежде всего, нужно составить список для Лейзервольфа. Что нужно для цитл? У нее же ничего нет, ни лоскута белья, ни даже чулок. Так, затем платье. Одно платье шелковое под венец, одно шерстяное на лето, одно на зиму, пара бумажных,
и несколько нижних юбок. Откуда ты, голодное сердце, знаешь обо всех этих финтифлюшках? Отставь меня! Нет, я только говорю, откуда ты знаешь об этих финтифлюшках? Я людей не видела. Или у нас кастрилки не одевались как следует. Ты доверь мне. Ты доверь мне. Я с ним договорюсь, с Лейзерволфом. Он человек богатый, он сам не захочет перед людьми в таком виде быть. Если есть свинину, так пусть по бороде течет. Ну, час уже поздний, Голда, всех слов не переговоришь, а завтра хочешь, не хочешь, а придется ехать в Бойберег, придется. Мы с тобой хорошо потолковали, но и о деле надо помнить, да? Как это говорится, душа Божья, спина барская. Это означает, о деле тоже надо помнить. Ну, Голда, сердце, ты приготовь сыр и масло, а я пойду лягу. У меня сегодня был нелегкий день. Ой, отстань от меня, что ты отстань? Все еще продают, да, ничего Дай Бог счастья, Ректеви. Когда сможет вам еще свадьба? Спасибо. И вам того же. Прямо по поговорке получается. Отец родиться не успел, а сын уже на крыше вырос. Глупости. Ничего вам Ректеви не поможет. Выпивку придется поставить. Сглазить бы. Такое счастье. Прям золотое дно. Спасибо. Вольфа немало деньжат в сундуке припасено. Это еще бабушка надвое выражила. Золото может утечь, одно остаться. Ну, конечно, от компании нельзя отставать. Нельзя же свиньей быть. Вот только справлюсь с египетскими покупателями, и тогда и выпивка будет, и закуска будет. Живи, не горюй. Как это сказано, разуйся и веселись, что означает гуляй, голодьба. Прах бы тебя побрал. Ну, кто тебя просил, растяпа-то показывать, что ты мостак бегать под гору? Вот теперь ось надо у телеги менять. Эх, прах тебя побери. Вот не покормить бы тебя, так ты бы вот знал. Не стал бы показывать тогда свою прыть. Ладно уж, ешь. Не хочу из-за тебя праздник портить. Что? Что с тобой? Ты что плачешь, а? Ты что плачешь? Что плачешь? Ах, отец! Что? Ну что случилось-то, ну? Раз 3 дня кусок хлеба есть буду. Не губи меня, не губи мою молодость. О, горе мне. Я уж догадываюсь, дочка, в чем дело. Ах, понесла меня нелегкая в Бойберег. Ладно, чего плакать? Ну, что ж поделаешь. Нет, так нет, никто ж тебя насильно не навязывает. Мы ведь хотели как лучше, ну. А если не по сердцу, что поделаешь? Видно, не судьба. Ой, спасибо тебе. Век за тебя Бога молить. Ладно, ну, хватит плакать, хватит. Все суета-сует.
Вареники тебе приедаются. Матери не говорила пока? Ну ладно. Помолчи-ка пока. Эй. Понимаешь, мы ведь не хотели ничего плохого. Бог свидетель. Нам хотелось, так сказать, обеспечить свое дитя на всякий случай. Но раз не получилось, значит, не судьба. Не суждено тебе, дочь моя, прийти на готовое, а нам не дождаться на старости лет утехи за все наши труды. Ах, отец! Ах, отец, в прислуги пойду. Глину месить буду, землю рыть. Ну ладно, глупая, ну что ты? Ну что я тебя упрекаю или говорю тебе что-нибудь? Я к тому, что жизнь наша безрадостная, горькая. И день и ночь, словно к тачке прикован. Ни минуты хорошей. Одна нужда, нищета и неудача. Куда ни сунься. Спасибо тебе, отец. Спасибо. Век твоей доброты не забуду. Ладно. Пусть Господь пошлет тебе суженого, был бы хороший человек. И побыстрее. Ну, аминь. Вот что, Цейтл. Хоть бы мать не очень ругалась. Наверное, придется для нее придумать что-нибудь специальное. А где это сказано, чтобы Тевье должен работать дни и ночи? Вставать ни свет, ни заря, когда сам Бог спит. И ради чего? Ради того, чтобы египетским богачам к утреннему кофе подавали свежее масло и сыр. Ну, а разве Тевье не такой же человек? И разве несправедливо было бы, чтобы Тевье, ну, хоть раз в жизни пожил на даче? Хотя спрашивается, а кто будет производить масло и сыр? Откуда оно появится? Кто будет доить коров? А что? А эти египетские аристократы. А кто еще? А? Да, послушался Бог дураков, стал мир не таков. Добрый вечер, реб Тевье. Мотл, и тебе добрый вечер. Тебе добрый вечер. Какой гость? Садись на Божью землю. Какими судьбами? Какими судьбами? Своими ногами. Давно уже собираюсь к вам, реб Тевье, да все времени нет. Один заказ даю, за другой принимаюсь. Так. Я теперь от себя работаю. Дела, слава богу, хватает. Все портные завалены заказами. Лето такое у нас нынче выдалось. Все свадьба и свадьба. Все свадьба и свадьба. Даже у вдовы 3 губихи и у той свадьба. Да, у всех свадьба, только мне не везет. Видно, у Бога не заслужил. Да нет, вы ошибаетесь, реб Тевье. Вот если бы вы захотели, вы бы тоже могли сейчас готовиться к свадьбе. Да? От вас зависит. Каким образом? Как именно? Может быть, у тебя есть на примете жених для моей цепи? Как по мерке. Да? Что-нибудь стоящее? И ладно скроено, и твердо шито. Да? Ну, а откуда жених, из каких краев? Если от него пахнет мясной лавкой, так я о нем и слушать не хочу. Да не, упаси бог. Нет. Никакой мясной лавкой он не пахнет. Да вы, реб Тевье, его хорошо знаете. Ну да. Что-нибудь подходящее? Ну еще как. Подходящий подходящему рознь. Это, что говорится, в облипочку. Тютелька в тютельку. Так, интересно, а кто он такой? Кто такой? Да.
Жених, понимаете ли, Рептевье, ведь это я сам и есть. Жених? Да. Ты что, рехнулся? Или совсем с ума сошел? Ты что? Ты, значит, сваха, ты сват, ты же к тому еще и жених. Так сказать, свадьба с собственной музыкой. Ха-ха, хорошо, хорошо. Первый раз вижу парня, который сам себе девушку сватает. Что касается сумасшествия, Рептевье, пускай враги наши с ума сходят. Какой. Я еще, можете мне поверить в своем уме. Да? Да, и вовсе не нужно быть помешанным, чтобы хотеть жениться на Цейтл. Недаром даже сам Лейзер Вольф и тот захотел взять ее как есть. Это уже не секрет. Ну, хорошо. А почему же мне не хотеть? Ну, хорошо, в этом я тебя понимаю, понимаю. Я вам удивляюсь прямо, Рептевье. Ведь вы все-таки человек, которому, как говорится, пальца в рот не клади. Ну, да. Ну, откусить можно. Так зачем разговоры длинные? Ну, сваты какие. Это ты так думаешь, да? Конечно, я. Так. Тем более, что мы, то есть я и ваша дочь Цейтл, мы давно уже, больше года назад дали друг другу слово пожениться. Ну, а как же, они дали слово. А я где был? А почему меня нельзя спросить? Я, кажется, имею право сказать слово своей дочери. Меня уже не надо спрашивать, да? Не надо, да? Ну что вы, помилуйте, Рептевье. Ведь я для того и пришел, чтобы поговорить с вами. Ведь я когда узнал, что Лейзер Вольф сватается к вашей дочери, которую я больше года люблю. Ну, конечно. У тебя есть дочь Цейтл, а ты Мотл Камзол, у которого есть портяжевое ремесло. А почему бы тебе не любить? Ну, почему бы тебе не любить? Нет, Рептевье. Он полюбил, а? Он полюбил. Вы меня не так поняли, Рептевье. Я хотел сказать, что люблю вашу дочь. И что ваша дочь любит меня уже больше года. Мы уже друг другу слово дали, что поженимся. Я несколько раз уже собирался с вами потолковать, да все как-то откладывал. Пока сколчу денег на покупку швейной машины, потом пока себе справлю одежду, как полагается. Фу ты пропасть, да ну вы как дети рассуждаете. А что вы будете делать после свадьбы? Что вы зубы на чердак забросите? И чем ты кормить будешь свою жену? Что, жилетками, которые справил по этому поводу? Так? Удивляюсь вам, Рептевье, от вас ли такое слышать? Вы тоже, когда собирались жениться, вы собственного каменного дома не имели. И все ж как видите. Ну что ж, как люди, так и я. А ведь у меня как-никак и ремесло в руках. В общем, уговорил он меня. Уговорил. Вот всегда молодые люди так женятся. Всегда. А так нынче. Хотя, с другой стороны, если подумать по-другому, то ведь людям нашего достатка просто невозможно было бы жениться. Знаешь что, Мотл, ты иди домой, а я тут без тебя все улажу. Как это в предании об Исфире говорится, и питье как положено. Ну, а завтра, если ты не передумаешь, мы, наверное, с тобой увидимся, а? Передумаю! Я передумаю! Не сойти мне с этого места! Да превратиться мне в камень! Ладно, что ты мне клянешься? Я тебе без клятв верю. Иди спи. И пусть тебе приснятся хорошие сны. Ну, а мой сон будет, наверное, по особому заказу. Ой! Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ой, ой, не надо! Не надо! Ой!
Ой, Что? не надо! Что? Не надо! Что с тобой? Дэви, что ты кричишь? Бог с тобой, что случилось? А где она? Что, кого ты ищешь? Кто? Где? Какого? Что? Фрума Сора же, жена Лайзера Вольфа. Она только что была здесь. Опомнись, Тевье. Фрума Сора не про нас будет сказано. Она уже давно на том свете. Я знаю, что она умерла. Но ведь она, однако, вот стояла только что вот около кровати, вот разговаривала со мной, а потом схватила за шею и стала душить. Опомнись, ты бредишь, Тевье. Тебе это во сне приснилось. Плюнь 3 раза, плюнь. Расскажи мне все подряд. Я истолкую тебе сон к добру. Спасибо тебе, Голда, сердце, спасибо, что ты привела меня в чувство. Без тебя у меня сердце бы лопнуло от страха. Я тебе расскажу, Голда, только ты не пугайся, а? Не пугайся, потому что в наших священных книгах сказано, только 3 доли сна иной раз может сбыться, а все остальное сущее бессмыслица. Так вот, приснилось мне, вот будто у нас торжество. Ага. Не то помолвка, не то свадьба. И тут открывается дверь, и входит бабушка Цейтл, Царствие Небесное. Как она выглядит с лица? Что на ней было одето? С лица. Так бы всем врагам нашим выглядит с лица. Желтая, как воск, а одета в белое, в саван. И говорит бабушка, поздравляю, говорит бабушка Цейтл. Мне, говорит, очень нравится, что вы вашей дочери Цейтл, которая носит мое имя, выбрали такого доброго, такого порядочного жениха. А называется его Мотл Камзол, который назван в память ее дяди Мортке. И хоть, говорит, он портной, а однако честный молодой человек. Ну, в нашей семье были меломеды, канторы, синагогальные служки, могильщики, нищие, но портных или, упаси Боже, сапожников. Не перебивай, Голда. Ну, бабушке-то лучше знать. Я говорю, подожди, бабушка, а как же ты это говоришь, что у нашей Цейтл жених Мотл, и он портной, когда на самом деле он Лейзер Вольф и мясник. Она говорит, нет, говорит бабушка Цейтл, он портной, и они будут жить до старости в покое и довольстве. Она так и сказала. Так и сказал, да, так и сказал. А что дальше? А дальше было так, я ей говорю, бабушка, подожди, а что же мне делать с Лейзер Вольфом-то? А? Я же ему вчера только что слово дал. И вот не успел это я произнести. Бабушка куда-то исчезла, и выросла Фрума Сора, жена Лейзер Вольфа. И говорит, Рэп Тевье, я всегда считала вас порядочным и богоязненным человеком. Как же это, говорит, вы решились на такое дело? На какое дело? Ну как же, говорит, вы согласились, чтобы ваша дочь была моей наследницей, чтобы она носила мои ключи, надевала мои вещи, носила мой жемчуг. А я говорю, а я-то при чем? Я-то говорю, я при чем, если ваш Лейзер Вольф сам при это придумал? И это все? Нет, не все. Не все. Ваш, говорит, Лейзер Вольф кончит плохо. А ваша Цейтл, говорит, не проживет с ним 3 недель. Не пройдет, говорит, 3 недель, я приду ночью и схвачу ее за горло. Вот так вот схватила меня и стала душить. И если бы не ты, я бы уже был давным-давно далеко-далеко. Вот. Пусть оно все потонет в воде. Ну уж если бабушка, царство ей небесное, нашла время, потрудилась и пришла к нам, чтобы поздравить нас, так в добрый час. Так тому и быть. Аминь. Как говорится в молитве, благослови создавшим меня не женщиной. А, баба и останется. Ну, понятно, что на другой день была помолвка, а вскоре и свадьба. Как говорится, одним махом.
За жизнь! И за здоровье присутствующих! Здесь даже умирать весело. Не верьте, умирать нигде не весело. Пусть говорит что угодно. Не люблю я печальных картин. Моя муза не носит траура. Моя муза нищая, но веселая. У коня в дороге есть кормушка, у тебя горбушка, у меня полушка, а под солнцем мельница-вертушка, значит деревушка, где с тобой нас ждут. Как свадьба нынче хороша, что же ты печалишься, моя душа? Говорят, что теща и прижимистая, и тоща, прокормить ее не проще, чем держать косяк гусей. Ты, жених, не охай, это все не так уж плохо. Ты женой ей пуд гороха, только крупного посей. Бежит дорога в два конца, по ней скитаются сердца, а наша жизнь долетит до вас мелодией забытой. Слова наивные и чисты, в них наши собраны мечты. Вы улыбнитесь нам в ответ, и грусти больше нет. Дорогому другу рэп шалом алейхому. Дай Бог здоровья и достатка вам с женой и детьми. Вот хотелось мне быть умным. Толковал я изречения и так, и эдак. А как увидел, что не помогает, махнул рукой и сказал себе: Тевье, ты глуп, мира тебе не переделать. Вот, к примеру, старшая моя дочь Цейтл влюбилась в портнягу Мотла Камзола. Ну, что я мог иметь против него? Что? Правда, человек он простецкий, в грамоте не слишком силен. Да ведь что поделаешь? Не всем же, как вы говорите, учеными быть. Поговорите с Цейтл. Она вам скажет, что живется ей лучше некуда. Полон дом голопузых, не сглазить бы. С одним только не все ладно. На хлеб не хватает. Теперь я поговорю о другой моей дочери. Потому как боль велика, а позор того больше. Но пусть это останется между нами, потому как, повторяю, боль велика, а позор того больше. Как-то однажды поздно вечером встречаю я писаря Федьку Верзилу с моей дочерью Хавой. Нет, Федя. Отец добрый, это верно. Но традиции превыше всего.
Да люди сами поделили себя на богатых и бедных, на евреев и неевреев. Сегодня же приходи к батюшке, а там все устроится. Нет, отец прогонит меня. Он проклянет. Все устроится. Люба моя. Ведь не можем мы жить друг без друга, так? А как же все отец, мать, сестры? Приходи к батюшке. Придешь? Приду. Что здесь делал Федька? Ничего. Что значит ничего? Мы разговаривали. А что общего у тебя с Федькой? Мы уже давно знакомы. Да? Ну, поздравляю с таким знакомством. Очень хорошая компания для тебя, Федька, очень. Папа, а ты разве его знаешь? Ты знаешь, кто он такой? Я не знаю и родословно его не видел. Но, однако, уверен, что он из очень знатной семьи. Из очень. Отец у него либо пастух, либо сторож. Кем был его отец, я не знаю. И знать не хочу. Но то, что сам он человек необыкновенный, это я знаю наверняка. Ну-ка, что за человек? Ну-ка, что за человек? Послушаем. Это... Давай. Это второй Горький. Да, а кто же был первый Горький? Ну, это знаменитый писатель. Тоже из простонародья. Он нигде не учился. Все самоучный. Вот его портрет. Готов поклясться, что я где-то его видел. Не то он мешки на станции таскал, не то бревна в лесу грузил. А это, по-твоему, недостаток? Это, по-твоему, недостаток, если сам человек своими руками хлеб добывает? Ты разве не трудишься? А мы вот разве не трудимся? Да, Хава, ты права. Все мы трудимся. В Писании так и сказано. Каждый кормится от рук своих. Однако, Хава, лучше бы ты была подальше от Федьки. Не забывай, как говорится, откуда ты идешь и куда идешь. Кто ты? Кто ты? И кто? А Бог создал всех людей равными. Да. Бог создал Адама по образу и подобию своему. Однако каждый должен выбирать себе ровню. В Писании так и сказано. Каждый по достатку своему. Удивительное дело. У тебя на все имеются изречения. А нет у тебя изречений насчет того, что люди сами поделили себя на евреев и неевреев, на господ и рабов, на богатых и нищих. О, дочка, это-то далеко хватило. Хава, так повелось с первого дня сотворения мира. А почему так повелось? Ну, потому что Бог так создал мир. А почему Бог так создал мир? Слушай, если ты будешь задавать мне вопрос от чего да почему, вопросом твоим не будет конца. А вот Бог и дал нам разум на то, чтобы мы вопросы задавали. Хава, у нас есть обычай. Если курица начинает петь петухом, ее тут же тащат к крестнику. В Писании сказано, дарующий разум петуху. Еще горланишь. Уже целый час молочный борщ на столе, а он все еще заливает. Здравствуйте. Недаром мудрецы говорят, у бабы слов 10 коробов. Тут серьезные вещи обсуждаются, а ты со своим молочным борщом. А молочный борщ, может, очень серьезная вещь. Серьезнее всех серьезных вещей. Ой, поздравляю, новый философ выискался прямо из-под печки. Мало того, что дочери такими умными стали, так у меня жена через трубу стала в небо летать. Ну, если ты уже небо вспомнил, можешь провалиться сквозь землю. Ну, как вам понравится такое приветствие натощак? Перчик, купите перчика. Добрый вечер. Не узнал меня, что ли? Погодите, батя. Погоди, Тео. Ты куда торопишься? Я хочу сказать тебе пару слов. Если что-нибудь хорошее, то можно, а если нет, то можно до другого раза подождать.
А что у тебя называется до другого раза? До другого раза это до пришествия Мессии. Мессия уже пришел. А, батюшка, это я уже слыхал. Вы что-нибудь новенькое придумаете? Да я как раз и собираюсь. Хочу поговорить о тебе самом. То есть о твоей дочери. Мои дочери, упаси бог, не такие, чтобы о них говорить нужно было. Они сами за себя постоять могут. Но тут такое дело, что она сама о нем говорить не может. Тут должен другой говорить. Потому что речь идет о весьма существенном. Собственно, о ее судьбе. А кого касается судьба моего дитяти? А уж если зашла речь о судьбе, то я своей дочери отец до 125 лет. Не правда ли? Конечно, вот. Конечно. Ты отец своего дитяти. Но ты слеп. И не видишь, что дитя твое рвется в другой мир. Ты ее не понимаешь. Или не хочешь понимать. Не понимаю я ее или не хочу понять, об этом можно потолковать. Но только вы-то здесь при чем, батюшка? Это меня-то больше всего и касается. Потому что она в моем распоряжении. В вашем распоряжении? Да. То есть под моей опекой. Моя дочь под вашей опекой? А по какому праву? По какому праву? Не горячись, Девлин, не горячись. Давай это дело обсудим спокойно. Ты ведь знаешь, что я, упаси бог, не враг тебе, хоть ты и еврей. Ты знаешь, что я евреев уважаю. И что у меня душа болит за их упрямство, за то, что они так несговорчивы, что они не хотят понять, что им добра желают. О доброжелательстве, батюшка, мы сейчас не будем говорить, потому что каждое ваше слово для меня сейчас смертельное яд и пуля в сердце. А уж если вы мне говорите о том, что хорошо ко мне относитесь, то у меня одна только к вам просьба. Оставьте мою дочь в покое. Ну, оставьте мою дочь в покое. Ты глупый человек. Твою дочь ничего плохого не ожидает. Ее ждет счастье. Она выходит замуж за хорошего человека. Аминь. А кто же это жених, если я достоин знать? Да ты его, наверное, знаешь. Это очень хороший, честный человек. Образованный, хоть и самоучка. Он влюблен в твою дочь и хочет на ней жениться, но не может. Почему? Потому что не еврей. Нет. Нет! Где Хава? Нет ее. Отец! Тихо! Нет? Нет. Голда. Что? Голда. Ну что? Скверно. Скверно. Хоть сквозь землю провалиться. Что делать? Что делать? Ну, совета спрашиваешь. Горюшка-то мое горькое. Встает утром дитя, одевается, здоровое, крепкое. И вдруг, ни слова не говоря, бросается мне на шею, обнимает меня, начинает меня целовать. И я говорю: доченька, что с тобой? Плачет. Что с тобой? Она ни слова не отвечает. Выбегает на минутку к коровам. Нет ее. Нет. Ждут час, 2, 3. Нет Хавы. Тогда я говорю детям: сбегайте на минутку к попу. Да. А откуда ты, Голда, сердце? Знала, что она у попа? Или я не мать, да? Или у меня сердца нет, глаза у меня не видят. Но если у тебя есть глаза, то почему ты не молчала и не сказала мне? Почему? Я не сказала. А что я тебе сказала? Это ты дома бываешь? Тебе можно сказать. А если тебе скажут, так ты же изречениями отвечаешь. Ты же забиваешь голову изречениями. Вытащи мне руку. Вот ты, Голда, сердце, обижаешься, что у меня на все случаи жизни есть изречение. Я тебе и сейчас скажу изречение. Сейчас. Сказано у нас: отец жалится над детем своим. То есть, как отец любит дитя свое. А почему не сказано, как мать жалится над детьми своими? Потому что мать не отец. Отец по-другому может разговаривать с детьми. Ну что вы стоите? Что стоите? Вот я завтра, дай бог, с ней увижусь. Дай бог, чтоб ты мог с ней повидаться. И с ним-то он человек добрый, хоть и поп. Может быть, ты попросишь его
в ноги ему поклонишься. Кто? Я? Что я вот попу в ноги поклонюсь? Ты что, рехнулась или совсем с ума сошла? Как говорится, не отверзай уст своих дьяволу на потеху, не отверзай. Не дождутся этого, враги мои, не дождутся. Он опять за свое, он опять за свое. А ты что думала? Что я у тебя на поводу пойду, что ли? Твоим бабьим умом буду жить? Ну уйди ты, уйди! Да не печалься, девонька. Все обойдется. Мы тебя в обиду не дадим. Сердце разрывается. Как они там? Отец, мать, сестры. А без Витьки я не могу. Я жить без него не могу. Теперь держитесь. Трудно будет всем. Хаве особенно. Да знаю я. Понимаю. Только верю, все хорошо кончится. Тевль не простит дочери, хотя и добрая душа. Но не сумеет он себя побороть. Не сумеет. А как же быть, батюшка? Тевль идет сюда. Ты иди. А, Тевль, здравствуй. Заходи в дом. Спасибо, батюшка, войду. Спасибо. Может быть, чаю? Я самовар быстро поставлю. Нет, чаю не надо. Мне надо поговорить с батюшкой с глазу на глаз. Батюшка, вы ведь веруете в Бога? Зачем же такое спрашивать, Тевль? Хорошо, хорошо. Тогда скажите мне, понимаете ли вы, что значит оторвать от отца его любимое дитя? И еще, батюшка, еще. Что, по вашему разумению, есть богоугодное дело, а что есть грех? И какого вы мнения о человеке, который врывается в чужой дом, устраивает там кавардак? Погоди, Тевль. Ты ведь умный человек, я тебя давно знаю. Как же ты мне задаешь столько вопросов и хочешь, чтобы я тебе тут же на них ответил? Погоди, я тебе отвечу все по порядку. Нет, батюшка дорогой, вы мне не ответите. И знаете почему? Потому что я наперед знаю ваши ответы. Я не о том хочу спросить. Я хочу спросить, могу ли я еще надеяться увидеть свое дитя или нет? Что значит еще? С твоей дочерью ничего плохого не случится. Я знаю, вы ее хотите осчастливить, я знаю, я не об этом говорю. Я хочу знать, где она и могу ли я ее видеть. Все, что угодно, только не это. Вот так. Так и говорили. Так и говорили. Коротко и ясно. Будьте здоровы. Будьте здоровы. И пусть Бог воздаст вам старицей. Да куда же ты? Вставай, жена, вставай. Вставай, разувайся, садись на пол и будем справлять траур по закону Божьему. Как говорится, Господь дал, Господь взял. Не мы первые, не мы последние. Пусть нам кажется, что никогда несчастных Хавы и не было. Пусть нам кажется. Пусть кажется нам. А вообще-то скажу я вам, хоть и в работе весь, и в заботах, и времени прошло немало, а все, как назло, в голову лезет именно она. И думаю я, для того ли нужно человеку всю жизнь маяться, горе мыкать, носом землю копать?
детей растить, чтобы они вдруг отрывались и опадали, как шишки с дерева. Чтобы их уносило ветром невесть куда. Вот растет дерево в лесу, и приходит человек с топором, обрубает одну ветвь, другую, третью. А зачем дереву без ветвей? А? Ах, человече, лучше бы ты подрубил дерево под корень, да и дело с концом. А зачем оголенному дереву одному в лесу? Зачем? Что случилось бы с тобой, если бы ты на минутку остановился и выслушал ее? Может, она сказала бы тебе, что тебе следовало бы услышать. Может, она раскаивается, хочет вернуться. Может, она хотела попросить тебя помочь ей выбраться из этого ада. Упрямец, поворотил бы оглобли и помирился с ней. Ведь она ж дитя твое, единственное и ничего больше. Что с тобой говорить? Это ведь и мои мысли. Ведь если так подумать, что такое еврей и не еврей? Какая разница? И почему одни должны сторониться других? А? Я не могу найти толковый ответ на все эти вопросы.